Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба до конца месяца? Что в вашей жизни успеет случиться до конца месяца? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть нужная информация вас обязательно найдет. Также всех вас, мои дорогие, любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. И пусть вам вернется в миллион раз больше. Итак, мои хорошие, давайте же посмотрим, что ждет и что успеет случиться до конца месяца. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, танцуете, вы с кем-то танцевать будете. Так красиво танцуете, такой какой-то зажигательный танец. Но это танец победы, либо танец радости вместе, вот с кем-то вместе. Человек вас прям подбрасывает. Ну, танцевать — это значит добиться своего, это значит хорошее настроение, это значит, что вы либо с этим человеком на двоих чего-то добьетесь, либо вы от человека чего-то добьетесь, да, и вы вместе танцуете, на радостях танцуете. Очень хорошее событие с уклоном вправо, то есть это вам на благо пойдет, это вам плюсик, да, в жизни отыграется, но и настроение у вас тоже совершенно другое. Теперь вы не одна, теперь у вас есть партнер, и вы вместе танцуете. Но мне вот идет, что вы чему-то будете очень радоваться. Прям такое радостное событие, от радости вы танцуете. Еще, мои хорошие, показано, что огромная рыба, тут, знаете, такой мини-кит, буквально к ногам вашим приплывет. У кого-то отыграется как заработок, как прибыль, а у кого-то отыграется как возможность, да, приобщиться к большим заработкам, либо договориться с кем-то, чтобы зарабатывать гораздо больше, чем обычно. Да, вот прям мини-кит. Понятно, что этот кит может вырасти до настоящих размеров, объемов, но в принципе вы очень довольны. С левой стороны, то есть, скорее всего, вы сейчас об этом не думаете, не ждете, вам и в голову не приходит, где вы так можете круто заработать, либо кто вам может такой крутой заработок предложить. Но это прям под самый конец месяца случится, и вы такая в шоке. И такая, боже, какой кит, да, какая прелесть. Он же будет расти, денег будет становиться все больше и больше. Также, мои хорошие, да и девушки, и мужчины, у кого-то отыграется, что эта ситуация не с вами конкретно происходит, а, например, с вашим партнером, с вашим близким человеком, потому что событие вышло именно в левой стороне. Дальше стрелочки показывают наверх. Две стрелочки, обе показывают наверх. В двух сферах, либо в двух направлениях, в двух проблемах как намечается улучшение, прогресс, рост, увеличение. Две стрелочки обе наверх показывают. Дальше, кого зовут на букву Ю? Мужчины и женщины. До конца месяца у вас ощущение свободы появится. Вот от чего-то вы освободитесь. Кто-то освободится от долга, кто-то от обязательств, кто-то от давления, кто-то от проблемы, допустим, со здоровьем, да, либо с кем-то другим проблемы. Вы от этого освободитесь, в прямом смысле слова. Будете свободны, как ветер, и настроение просто шикарное у вас будет. Это те, кого зовут на букву Ю. Так, вот здесь у меня люди как будто бы с вещами уходят, выходят, уезжают, переезжают. Это не один человек, возможно, это семья, возможно, это просто какая-то группа людей. Отъезд этих людей вам на руку пойдет. Благодаря тому, что люди вот срываются с места, уезжают, либо переезжают, какие-то небывалые возможности для вас идут. То, что раньше и в голову не приходило, то, о чем раньше не думали, в принципе, себе не представляли.
либо какая-то конкретная семья уезжает, либо в принципе, да, группа людей будет уезжать, срываться и уезжать. И для вас вот прям возможностями запахло, да, повеяло возможностями и очень крутыми возможностями. Так, еще вы как отмычкой замок вскрываете. Очень тяжелая задача, не из легких, вообще трудновыполнимая, но у вас получится. У вас нет ключа, да? Но у вас есть отмычка. Либо вы проявите такую небывалую смекалку, вы так себя ярко проявите, что этот сложный замок вы точно откроете. Собой гордиться будете. Это прям очень крутое достижение, может быть, даже за последние 6 месяцев, а может и за год, да, что я молодец, я с этим справилась. Несколько раз вам захочется все бросить, все послать, забросить эту отмычку. Нет, но вы не сдадитесь, вы до конца все доведете. Оно стоит того, да, игра стоит свеч, и вы поймете, вы это почувствуете. Дальше к вам под руку какая-то как собачка ластится, хочет, чтобы вы ее гладили. Ну, собачками обычно показывают друзей, подруг. Также в прямом смысле слова может отыграться собака, щенок, допустим, вот, и прям ластится. Либо усыновите, удочерите эту собачку, либо у вас действительно какой-то новый друг, либо новая подруга появится. Причем именно собачка проявляет инициативу, да, что вот, ну смотри, какая хорошая, возьми меня к себе, либо давай подружимся, я буду тебе верной подругой, либо верным другом. Такой теплый момент. Дальше. Здесь люди знакомятся, вернее не так, вас кто-то познакомит. Через кого-то вы знакомитесь. Может быть, вы к кому-то поедете, кому-то пойдете, либо где-то будете в компании друзей находиться. И вот вижу, что вас с кем-то познакомят. Человек уникальный, выдающийся. У человека много как каналов, как связи, наверное, какие-то возможности. И это знакомство, мало того, что оно очень удачное, возможно, вам необходимы были эти связи, либо вам нужен был человек со связями, так еще и человек очень хороший. Особенно если вы, например, хотите построить личную жизнь, почему бы и нет. Женщина познакомится с мужчиной, мужчина познакомится с женщиной. Прям очень интересно будет время проводить, вы как-то быстро сойдетесь, там, переписываться, созваниваться, будете встречаться. Тут вроде как и деловой вопрос, и помимо делового еще что-то личное, да, личные искорки проскакивают. Огромный какой-то пожар, костер начнет тухнуть. Но тухнет он как-то медленно. Но тем не менее уже нет такого сильного жара. Но обычно кострами показывают какие-то неприятные события, показывают что-то, что держит людей в напряжении. Может быть, действительно в вашем регионе, либо где-то поблизости какой-то пожар бушует, да, как стихийное бедствие. Может быть, это какие-то конфликты, скандалы, не знаю, разбирательства. Но вот вижу, что начнет тухнуть, угасать. Но там времени потребуется больше, чем до конца месяца на то, чтобы пожар этот полностью был потушен. Но это уже хороший знак, и вы такая, значит, все будет хорошо. Прям вы в это поверите, вы будете в этом убеждены, и это правда. Дальше по какой-то лестнице вам придется с трудом карабкаться вверх. Но с другой стороны, вы не жалуетесь, вы очень рады, что эта лестница у вас появилась. Потому что до этого момента, я так понимаю, что никакой лестницы и в помине не было. И вы себя ощущали просто вот беспомощной, в безвыходном положении. Да? Но не взлетишь же, к сожалению, люди не летают и не могут прыгать выше, чем своя голова. А у вас вот лестница, и вы на ней карабкаетесь. Но вы так довольны, что эта лестница есть. Это как возможность выбраться из какой-то патовой ситуации. Либо, в принципе, сделать какой-то прорыв в текущем положении дел. Да, лестница очень неустойчивая, но вы так рады, вы так довольны. Вы такая, все, справлюсь, зубами буду вгрызаться в эту лестницу, но я выберусь. И правда выберетесь. Тьфу-тьфу-тьфу. Вы сильная личность, очень сильная. Там, где другой бы сломался, вы наоборот как-то группироваться начинаете. И у вас вот эта вот не ярость, а скорее как даже не азарт, а дух противоречия. Вы такая, сделаю, победа будет за мной. И правда будет, обязательно будет.
Дальше. Здесь какой-то человечек шапочку снимает и в таком, знаете, недоумении, такой, что произошло, что происходит. Ну, шапочка — это обычно, вот на ком шапочка одета, это обманутый человек. Да? Человека обманули, на него шапку одели. А тут человек снимает свою шапку и в шоке от того, что происходит. Кого-то очень долго обманывали. Либо в принципе обманывали, либо по поводу вас обманывали. Ну, шапочка, слава богу, будет снята. Еще потом придется этому человеку все объяснять и разъяснять, что происходило, кто что делал, как на самом деле там все вышло. Да. Но я вижу, что вы довольны, что шапочки больше нет. С этим человеком будет очень легко иметь дела и приятно разговаривать. Да? Нету вот этого упрямого, нет, такого не может быть. Либо нет, ты мне врешь. Нет, теперь все будет по-другому. Так, какому-то большому и грозному быку вы рог открутите. Один, правда, но тем не менее трофей рог. На самом деле быками показывают обычно очень грозных, очень агрессивных и очень несговорчивых людей. Здесь, я так понимаю, процесс воспитания, перевоспитания. Скрутить рог, ну, наполовину обезвредить, это как минимум, и как максимум человек начинает вас слушаться. Может быть, не во всем, потому что рог только один. Может быть, как дело за будущим. То есть до конца месяца один скрутите, в следующем месяце второй скрутите, да, и человек станет шелковым, станет вменяемым и станет послушным. Но, тем не менее, там результат будет налицо, и вы сами будете это ощущать. Дальше, до конца месяца я вижу у вас в руках огромный щит, которым вы и себя защищаете, и своих близких. Щит настолько большой, что его сложно держать в руках, и вы его просто так в землю вкапываете, да, и под этим щитом сидите. Довольные, спокойные люди, которые обрели защиту, либо научились себя защищаться от каких-то воздействий. Вы и ваши, я так понимаю, близкие. Это может касаться вас и вашей семьи, это может касаться вас и ваших, допустим, друзей, либо коллег. Да, найдете способ от полоумного начальства защититься, чтобы вас никто не трогал, не беспокоил. Ну, либо от каких-то негативных выпадов в сторону вашей семьи. Щит, конечно, это хорошо. Вам бы еще меч. Вообще будет идеально. Да? Никто не подойдет, никто не рискнет подойти. Возможно, у вас меч в следующем месяце появится. А пока и щита достаточно для того, чтобы жить комфортно, не портить себе нервную систему и ощущать себя в безопасности. Так, до конца месяца кто-то из вас сделает очень серьезную покупку. Но покупка мне идет какая-то вот на будущее. Да? Не сейчас я буду этим пользоваться, а буду пользоваться в будущем. Может быть, это какой-то авансовый платеж. Да? Вы авансом платите за будущее что-то. И знаете, сначала вам будет казаться, что вас обманули. Ну, там другое слово идет из потока, но мы на Ютубе, значит, обманули. А потом, только лишь в следующем месяце, вы прям поймете, что никакого обмана не было, а что наоборот, вы так дешево купили, либо вам так дешево это все обошлось. Может быть, вы с другими людьми пообщаетесь. Может, действительно, вот ценник настолько скаканет вверх, что все там просто будут ходить белые, да, от ужаса, какие цены ужасные. Но вот вы молодцы, то, что покупку сделаете и действительно много очень денег сэкономите. Хороший знак. Дальше, видите, масочка. Масочка с левой стороны. Кто-то в вашем окружении усиленно носил эту масочку, а вы не замечали. Если честно, будете немножко собой разочарованы, когда поймете, что человек скрывал свое истинное лицо, скрывал свои истинные намерения. Я не могу сказать, что человек что-то плохое вам хотел сделать. Скорее всего, там, может быть, эмоции замешаны, чувства замешаны. Ну, допустим, человек с вами подружился, как подлизался, а потом окажется, что этот человек там какой-то свой интерес преследовал, да? Либо вы этому человеку очень сильно нравитесь, как женщина, и вот он выбрал эту дорогу дружбы, да, чтобы к вам поближе быть. Ну, у кого-то так, у кого-то по-другому. Маска небольшая, но тем не менее. Вы такая фу-фу-фу. Как так, да? Как это я просмотрела? Но к себе у вас будут вопросы, какие-то претензии. Дальше.
Мужчина, у него пропеллер за спиной. Знаете, как этот Карлсон, да, который живет на крыше. Ну, у пропеллера это хорошо. Это значит, что мужчина станет более быстрым, шустрым и каким-то делом займется. Да, вот прям ускорение. У него идет ускорение. Если вы мужчина, то за вами никто не угонится, потому что вы с этим пропеллером всех опередите. Мужчина действительно очень сильно ускорится, и все будет хорошо. Кстати, если ваш мужчина где-то находится, где-то далеко, то тут явно появится и появится не раз. И очень быстро появится. Вот еще такой момент. За кого-то из родственников будете очень радоваться и очень сильно гордиться. Это именно родственники, и это именно радость и гордость. Даже если вы давно не виделись, даже если между вами там особого теплого общения нет. Но там ваши родственники, либо родственник как-то очень сильно отличится, и прям действительно гордость идет. Такая, это же мой родственник, либо моя родственница. Даже кому-то будете рассказывать, и человек будет говорить, ну надо же, так приятно. Там, завидую тебе, да, белой завистью, что у тебя такие родственники крутые. Да, какая-то радость идет, гордость, радость. Дальше сережку показывают. Ну, сережка — это секреты. Здесь одна сережка, значит, какой-то секрет раскроется. Либо вам кто-то раскроет свой секрет. Сережка с правой стороны, то есть, возможно, информация будет для вас очень полезной, очень своевременной. И, возможно, вы даже как-то обыграете эту информацию себе во благо. Ну, бывает такое, да? Бывает. Сережка, кстати, очень красивая, да? Значит, что-то действительно и нужное, и важное, и интересное. Ну, раскроется. Дальше улиточка. Крупная, а вот ракушка у нее мелкая, да, вот этот домик ее мелкий. Что-то случится гораздо быстрее, чем было задумано, либо обещано, либо вы там себе что-то планировали и думали, ну, это еще не скоро будет. Нет, вы знаете, такая мощная улитка свой домик очень быстро донесет, доползет. Вот. Для вас это будет неожиданно, но с другой стороны приятно. Приятно, что случилось именно так. Еще у вас показана большая ракушка с открытой этой створкой, и там жемчужинка лежит. Жемчужинка — это вообще к исполнению мечты, к исполнению желания. А кто для вас откроет эту ракушку, я не могу сказать, но явно кто-то открывает. Кто-то постарается, приложит руку к тому, чтобы ваша мечта, либо ваше желание обязательно исполнилось. Может быть, высшие силы, может быть, духи рода. Может быть, люди, которые вас любят и которые хотят для вас только лучшее, да, делать и давать. Ну, жемчужинка шикарная, она не мелкая, она вполне себе приемлемая. Хорошая мечта исполнится, либо хорошее желание. Дальше какую-то пиявку от себя оторвете, но с большим трудом. Честно говорю, придется прям приложить все усилия. Может, даже ковырять придется эту пиявку, потому что не хочет отлипать от вас. Пиявки — это вампиры, это люди, которые вами пользуются. Нагло, без всякого зазрения совести. Здесь вот прям присосалась конкретно. Сложно вам будет от нее отделаться. И там еще, знаете, нужно будет как-то быстро потом убежать, иначе опять присосется. Очень наглый человек и человек бесцеремонный. Вот, поэтому будьте поаккуратней. Сбросить с себя кровопийцу — это только полдела, да, там еще другая половина — это убежать, вовремя убежать и спрятаться, чтобы опять не присосалась. Да, ну, слава богу, да, что она уйдет, и вы прям ощутите разницу, как с пиявкой жить и как без нее жить. Все ваше при вас будет оставаться. Дальше у вас показаны 3 дороги, и они прям вам по судьбе. Одна дорога у вас тарелочка. Тарелочка — это, скорее всего, деньги, заработки, угощения. Вторая дорога у вас огромная птица. Это вас могут куда-то позвать, пригласить, да, по приглашению. И третья дорога, там маленькая птица, но там домик есть. Скорее всего, какой-то отдых, либо побывать в каком-то месте для того, чтобы решить какие-то важные задачи и дела. Эти все 3 дороги вам по судьбе, и деваться некуда, все равно придется ехать. Не бойтесь этого. Дороги здесь светлые, чистые, помех на них точно у вас не будет. Дальше. Здесь у вас цветок. Причем цветок такой очень красивый.
Он расцветает, он больших размеров. Цветы — это к радости, это к празднику, это к любви. У вас этот цветочек, он прям растет не по дням, а по часам. Скорее всего, вам под конец месяца кто-то признается в своих чувствах. Либо человек подарит вам праздник, да, устроит для вас праздник. Очень приятное событие. Дальше показан колодец. Колодец, из которого вы набираете воду. Колодец — это ресурсы, колодец — это здоровье. Вы набираете воду, а это значит, что у вас появится возможность улучшить свое здоровье, либо пополнить свои ресурсы, возобновить свои ресурсы, добрать себе ресурсы, у каждого по-своему. Так, и еще для тех, кто работает под конец месяца, какие-то странные новости могут быть у вас на работе, либо информация по поводу работы, того, чем вы занимаетесь, кто-то бизнесом занимается. В чем странность? В том, что это что-то новое, необычное, такого раньше не было. И в том, что вы почему-то будете нервничать, переживать и думать, что для вас это плохо, а на самом деле для вас это окажется прям выигрышем, да? Окажется, что вам повезло, окажется, что у вас там все улучшается, фу, дай Боже. Но вы почему-то до последнего будете думать, что для вас это как-то плохо закончится. Представляете, какой сюрприз? Вы думаете, о, все, пропали. А окажется все ровно наоборот. Выиграли, не пропали, а выиграли. Как говорится, дай Боже, да, чтобы у всех на работе были только лишь хорошие новости, да, и выигрышные позитивные моменты. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.